Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Президент Владимир Путин подписал указ о продлении на весь 2020 год эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза. Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания. 20 июня Совет Европейского Союза продлил до 23 июня 2020 года санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя. Впервые эти санкции были введены в июне 2014 года и с тех пор продлевались раз в год. Впоследствии к ним добавились санкции за события в Донбассе и инцидент 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. В тот же день на прямой линии президент Владимир Путин заявил, что санкции позволили России усилиться и мобилизовать экономику по многим направлениям. Сославшись на экспертные данные, он сказал, что за годы санкций Россия недополучила около 50 миллиардов долларов, а в то же время как Евросоюз 240 миллиардов, США 17 миллиардов и Япония 27 миллиардов долларов. Эти страны теряют не только российский рынок, но и рабочие места, отметил Владимир Путин. За последние 7 лет в России резко выросло число банкротств. С 2012 по 2018 год число российских компаний, проходящих процедуру банкротства, выросло на 41,5%, следует из статистики Федеральной налоговой службы. Нынешнее количество соответствует почти 1% зарегистрированных юридических лиц. При этом, поясняют в Федеральной налоговой службе, рост числа банкротств не связан с экономической ситуацией в стране. Долю тех, кто не справляется со взятыми на себя обязательствами из-за неправильной бизнес-модели, ведомство оценивает в 10%. Остальные, по его мнению, сознательно идут на банкротство, чтобы не платить по долгам. Также широко распространена практика, согласно которой компании наращивают искусственный долг от своих собственников, чтобы затем вывести средства посторонних кредиторов. В этом случае акционеры становятся инициаторами банкротства и стараются всячески влиять на процесс, например, через назначение собственных арбитражных управляющих. Крупные банки вводят для сотрудников запреты на фотографирование экранов рабочих компьютеров. Запрет на фотографирование мониторов с помощью персональных смартфонов все чаще прописываются во внутренних нормативных документах банка или в трудовых договорах. В руководстве кредитных организаций утверждают, что строго следят за выполнением этого требования и сообщают о любых нарушениях правоохранительные органы. Запрет объясняют тем, что сотрудники нередко фотографируют личные данные клиентов, чтобы затем продать их на черном рынке, где на них есть спрос со стороны мошенников. Цена на персональные данные может доходить до 8 тысяч рублей. Такой способ мошенничества получил распространение из-за того, что банки модернизируют системы безопасности, и организовать утечку данных через базы становится все сложнее, отмечают специалисты по безопасности. При этом доказать факт фотографирования монитора на деле бывает очень сложно. Китайская компания Fosun International заинтересовалась покупкой контрольного пакета акций одного из крупнейших российских золотодобывающих предприятий GV Gold ПАО «Высочайший». Активы компании расположены в Якутии и Иркутской области, где расположены производственные активы и проводятся геолого-разведочные работы. По оценкам экспертов, «Высочайший» может быть оценен в 1 миллиард долларов. В 2018 году «Высочайший» поставил рекорд по производству золота. Оно выросло на 36% до 304 300 унций. Выручка от реализации золота составила 357 миллионов долларов, показав рост на 32%. По итогам 2019 года «Высочайший» прогнозирует объем производства на уровне от 305 до 325 тысяч унций. Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор». Об этом заявили в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологий. Специалисты пояснили, что цветовая маркировка информирует потребителей о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В случае существенного превышения нормы продукция получает красную полосу. Желтая полоска говорит о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая – о низком. Сейчас такая маркировка используется производителями на добровольной основе. Однако, по мнению экспертов, после утверждения ГОСТа может стать обязательной. Сейчас маркировке по типу «светофор» не подлежат продукты с однородным составом, например, сахар, сливочное масло или шпик. Также в списке исключений кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, так как в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.
На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.